Всем привет! На этом канале Уволен я рассказываю про фриланс и заработок в интернете. Сегодня у нас не самый приятный повод для видео, на самом-то деле мы поговорим про Яндекс.Дзен, а именно про то, что с ним происходит. Заработок на Яндекс.Дзене — это хорошая тема, сейчас многие люди этим интересуются, она такая в тренде, так скажем. И я тоже этим заинтересовался в свое время, у меня есть основной мой YouTube-канал про инвестиции, вы сейчас видите название его на вот этом видосе. И думаю, ну раз Дзен позволяет и разрешает дублировать контент из других источников, таких как YouTube или Instagram или какие-то другие социальные сети, к себе на платформу, позволяет этот контент идентичный, абсолютно, без каких-либо изменений, прокручивать и на его платформе, он будет также рекомендовать, это все вот экосистема Яндекса, свой поисковик, свои какие-то сервисы дополнительные, Яндекс.Маркет и так далее. Для тех, кто снимает обзоры, это очень актуально, потому что у них есть и партнерская программа от Яндекс.Маркета непосредственно. Ну ладно, это отдельная тема. Значит, я заинтересовался этой платформой тоже и несколько месяцев назад решил заливать туда видосы. Делал все идентичным образом, ничего какого-то такого сверхъестественного я не производил. Вот, смотрите. Вот, публикация, да, перейдем. Дублировал описание абсолютно таким же образом, ну, почти что, да, в некоторых случаях я чуть-чуть корректировал вот это описание. В некоторых видосах я здесь оставляю партнерские ссылки на, например, брокерский счет Тинькофф, да, тоже можно такое здесь делать, здесь это не возбраняется. Пишу коротенькое описание, превьюшку, такую же, как с Ютуба, и, в принципе, все, да, никаких вопросов у меня не возникало. Но до определенных пор. Как я вышел на монетизацию? Это вообще отдельная история. Я заливал видосы с какой-то периодичностью. Вот заливаю на YouTube и заливал сюда. У меня до того, как я пришел на Дзен, накопился уже пул какой-то видеороликов. Они были, так скажем, универсальные по времени публикации, то есть они не были привязаны к какой-то определенной дате, к какому-то событию, ну какие-то из них. Их можно было вот так же продублировать. Сейчас они у меня как раз в черновиках здесь вот висят. В черновиках. Много видео накопилось, можно их размещать. Я размещал видосики потихоньку, и вот здесь монетизация, вкладочка, здесь была такая шкала, которую нужно было набрать определенное количество минут, так же как в YouTube, да, вам необходимо набрать 4000 часов просмотров и 1000 подписчиков, здесь же подписчики не важны, важно зато набрать 10 тысяч минут за последние 7 дней. И вот это в некотором смысле невыполнимое условие и гораздо более жесткое, нежели на Ютубе, потому как на Ютубе вам дается целый год для того, чтобы набрать 4000 часов, а здесь всего лишь 7 дней и 10 тысяч минут. Но оказалось, все не так прям-таки сложно, к моему удивлению, конечно. Я заливал видосы, окей. Смотрю, цифры вроде бы начали расти, там минуты вот эти прибавлялись, там 5000, 6, 7000 и так далее. Я решаю, надо бы, наверное, почаще заливать видео, и как раз-таки прибег к тому, что у меня были черновики, заготовки, и помимо новых видеороликов я разбавлял их старенькими немножко. Выкладывал так вот и по 2 видеоролика в день, и по 3 бывало тоже. И таким образом я дошел до монетизации. Все, она была включена, я в дальнейшем потом в этом кабинете изменил способ заработка на вот как раз таки самозанятый, а он изначально недоступен. Если вам интересно, как я на него вышел здесь, расскажу в следующем видосе. Пишите комменты. Здесь стандартно там физлицо, индивидуальный предприниматель и ООшка. Вот. А я сделал самозанятым. Оформился, окей, все хорошо, пошли какие-то первые деньги. Просмотры начали расти, Дзену, видимо, стало интересным продвигать мои видеоролики и так далее. Но случилось несколько, череда событий некоторых, да, и это в первую очередь связано с модерацией контента, модерацией моих видеороликов. Значит, однажды я получаю оповещение. Даже не так, я зашел в свой Дзен-канал и увидел, что у меня видосы мои, короче, не рекомендуются. Я захожу вот сюда, раз, предупреждение,
и вижу вот такую картину. 2 моих видоса было в категории спам. Такой, ну ладно, будем разбираться, написал в поддержку туда-сюда. Хорошо, разблокировали, все окей. Думал, ситуация исчерпана, все, продолжаю, как обычно, работать, заливать видео с YouTube. Заливаю, и потом через какое-то время думаю, блин, а что же-то так просмотры-то у меня просели вот здесь? Вот это в реальном времени статистика, она показывала какие-то ненатурально низкие показатели. Как, например, вот последняя вот эта графа, вот это вот время. Сегодня с часу, да, вот до часу дня. Вот это не очень хорошая картина. Значит, думаю, что-то тут не то. Захожу опять сюда в предупреждение и вижу картину, что уже новые мои видеоролики тоже попали в категорию спама. Примечательно то, что они попадают именно в спам, а не по каким-то другим критериям. И что-то мне подсказывает, что на моем канале висит какой-то бан, теневой бан, да, вот что мои все видосы таким образом попадают, видят их только подписчики, то есть новые какие-то зрители, которые ищут контент по инвестициям, по финансам, они не смогут выйти на мой канал. Каждый новый видос попадает в спам. Это что такое, Яндекс.Дзен? Вот считайте этот видеоролик моим отзывом о том, как вы работаете. Значит, что касается поддержки. Поддержка довольно быстро рассматривает все эти мои жалобы, так скажем, да, по видеороликам. Напомню, что вот когда у вас такая ситуация случается, когда ваш видеоролик попадает в категорию какую-то спама там и так далее, он требует повторной проверки, потому что это робот его относит вот в эти категории. Первоначальная такая, первый этап проверки. И потом это проверяет уже человек. Вот поддержка, она проверяет мои видосы, одобряет их успешно, и они опять начинают откручиваться. Но дело в том, что мне приходится каждый день писать в поддержку. Вот вышел видос, я пишу в поддержку. Я уже знаю, что этот видос будет в спаме. Это что такое? Это где вообще такое видно? Может быть, мне тогда вообще не заливать видосы к вам на платформу? Мне эти копейки, которые вот 100 рублей за несколько дней, это не особенно как бы мне делает какую-то, знаете ли, это не возбуждает мой интерес. Короче, поддержка делает свое дело нормально. Но одновременно с этим она пишет отписки всевозможные, которые меня не особенно-то успокаивают. То, что алгоритм несовершенный, и вы не единственный блогер, который с этим сталкивается. Ну, извините, я понимаю, если бы через видос хоть как-то это все работало, да, но не каждый же видеоролик, который я заливаю на канал. Это уже что-то ненормальное. Канал вроде бы существует. Подписчики, между прочим, не растут, аудитория не растет. Просмотры тоже не растут практически. То есть я на каком-то вот таком стабильном положении нахожусь и никуда вообще не двигаюсь. Да, деньги капают, это, неплохо, конечно, копейки, но неплохо. Ну, наверное, какое-то развитие хочется, да, а его нет, как раз-таки потому, что канал находится вот в таком теневом бане. Все видеоролики, которые загружаются, они улетают в спам. Соответственно, люди не видят их в ленте, в своих лентах вот индивидуальных, да, которые под каждого подбираются. Яндекс, давайте как-то вот выходить на диалог. Вот такой видеоролик с отзывом о Яндекс.Дзене, да, если вы планируете размещаться на этой платформе, будьте готовы к тому, что здесь есть, во-первых, свои какие-то правила, которые не всегда с логикой дружат на самом-то деле. YouTube в этом смысле гораздо более открыт для творчества. Вот. И в плане заработка тоже. Яндекс может служить как дополнением к вашему основному заработку, но не как основной источник заработка денег. Я знаю людей, которые пишут статьи на Яндекс.Дзене, но одновременно с этим я знаю, что у них не слишком-то большие заработки. Так что решайте сами, да. Вот я свой кейс транслирую в этом видеоролике. Мое отношение и взаимодействие непосредственно с Яндексом. То, как я его вижу со своей стороны. И если никаких шагов
не будет предпринято как бы в мою сторону по разруливанию этой ситуации, я просто нахрен заброшу эту платформу, да, потому что мое время дороже, чем каждодневная вот эта проверка поддержки, письмо на почту там и так далее, писать в эту поддержку. Мне это не нужно. Всем спасибо за просмотр, и не могу рекомендовать вам Яндекс.Дзен пока что. Всем пока.